Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей «Добрый вечер». В начале выпуска коротко о главном. С искренними соболезнованиями в посольстве России в Абхазии открыта траурная книга. Поддельные дары Абхазии. Актуальный репортаж программы. Выстрел в камеру. Неизвестные повредили видеорегистраторы на 76-м километре трассы Псоу-Ингур. Сегодня в посольстве России в Абхазии была открыта траурная книга в связи с трагедией в Кемерово, унесшей жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Сегодня президент республики Рауль Хаджим поставил запись в траурной книге. Глава государства сообщил о данных им поручениях Кабинету министров об организации в республике Абхазия реабилитации и отдыха пострадавших в результате трагедии. То, что произошло в Кемерово, это трагедия не только российского народа, во всем мире остались не безучастными к этой ситуации. Мною отданы соответствующие поручения Кабинету министров, премьеру, для того, чтобы пригласить всех тех, кто пострадал, по возможности после проведенной реабилитации, к нам, для того, чтобы как-то содействовать выздоровлению этих людей, чтобы эти люди могли бы подлечиться, побыть у нас. Сегодня в течение дня в посольство со словами соболезнования приходили государственные и общественные деятели Абхазии, депутаты парламента, представители партий и общественных организаций республики. Запись в траурной книге сделал премьер-министр Беслан Барцыц. Трагедия, которая произошла в Кемерово, не оставила никого равнодушным у нас в Абхазии. Вы видели, за последние дни, за время этих траурных дней, во всех городах и районах Абхазии прошли траурные мероприятия, акции памяти по жертвам этой ужасной трагедии. Сегодня с утра президентом были даны соответствующие поручения нам, правительству, для того, чтобы после завершения этих траурных мероприятий связаться с коллегами из Кемеровской области и предложить им помощь следующую. Мы готовы и берем на себя все расходы, связанные с пребыванием тех людей, которые пострадали в результате этой трагедии, тех, кто пройдут медицинскую помощь, получившую в дальнейшем для реабилитации в санаторно-курортных учреждениях нашей республики. Будет это в майские праздники, либо в летний период времени, либо сейчас. Мы эти подробности потом обсудим с нашими коллегами с Кемеровской области и предложим им такую помощь. И думаю, что мы со своей стороны сделаем все необходимое для того, чтобы как-то поддержать семьи пострадавших. К другим темам. Постановление об исполнении республиканского бюджета и некоторых фондов страны за 2017 год приняли сегодня члены правительства на очередном заседании Кабинета министров. Распоряжением Кабмина также создано новое научное учреждение. Подробности в репортаже Ирины Аршба. В Абхазии появилось еще одно научное учреждение. По распоряжению правительства создан научно-исследовательский центр «Абхазская энциклопедия». Главной задачей нового учреждения станет подготовка и издание энциклопедических материалов, посвященных истории и современности Абхазии, а также развитие внутригосударственных и международных связей в сфере сбора и обработки материалов. Распоряжение президента, главы исполнительной власти, в соответствии с которым в марте 2017 года он издал соответствующее распоряжение, по которому Кабинету министров Республики Абхазия, то есть наш с вами, создать государственное учреждение научно-исследовательский институт «Абхазская энциклопедия», утвердить устав, структуру и размер бюджетных ассигнований, соответствующие поручения Минфину и контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя администрации президента. В данном случае мы выполняем распоряжение президента и утверждаем новое научное учреждение. На заседании был назначен и руководитель научного учреждения. Им стал кандидат филологических наук Василий Авицба. Члены правительства решили еще несколько кадровых вопросов. Саат Бегиндия назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям, а Михаил Цкоа – заместителем председателя Госкомитета по молодежной политике. Основным вопросом повестки дня стало принятие постановления об исполнении республиканского бюджета за 2017 год. По словам исполняющей обязанности министра финансов Ирмы Амичба, в прошлом
году выполнить бюджет удалось почти на 100%. При плане 8 миллиардов 682 миллиона рублей в бюджет поступило 8 миллиардов 306 миллионов. Что касается расходов, то при запланированных 9 миллиардов 75 миллионов рублей израсходовано 7 миллиардов 876 миллионов. На обслуживание государственного долга направлено более 50 миллионов рублей. Несмотря на сложную ситуацию в течение года, это связано было и с падением на спросы в нашей курортной сфере, тому есть ряд причин. Было существенное выпадение по доходам в части водных биоресурсов в связи с крайне низким уровнем путины, который у нас прошел в прошлом году. Но, тем не менее, сегодня мы можем говорить о цифрах порядка 95% выполнения доходной части государственного бюджета. Если посмотреть сравнительный анализ прошлых лет, это цифры, показатели на уровне прошлых лет. Тем не менее, все наши бюджетные обязательства перед районными бюджетами практически все выполнены на 100%. В итоге решение об исполнении республиканского бюджета за 2017 год членами правительства принято единогласно. На заседании также были утверждены исполнение бюджетов фондов обязательного медицинского и социального страхования, а также дорожного и пенсионного фондов, государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны и фонда репатриации. Как оказалось, не все бюджеты фондов выполнены. Почти 10 миллионов рублей в виде налоговых и неналоговых платежей недополучил внебюджетный фонд инвалидов войны в 2017 году. Премьер-министр Беслан Барцец подчеркнул, что работу по взысканию средств с должников надо усилить. Вы в прошлом году смогли мобилизовать более 4 миллионов рублей по недоимкам в доходную часть. А в этом году у вас показатели только 361 тысяча рублей, это порядка 4%, а в прошлом году порядка 60% вы смогли реализовать. Почему такие сложности происходят при мобилизации просроченной задолженности? Это тоже составная часть вашей доходной, и поэтому надо усилить работу в этом плане. У членов правительства возникли вопросы к исполнению расходной части бюджета фонда репатриации. Отмечалось, что некоторые статьи расходов неоправданно высоки. Например, на благоустройство территории многоквартирного дома в поселке Агудзера было затрачено более 11 миллионов рублей. Беслан Барцец отметил, что впредь при утверждении годовых бюджетов фондов членам правительства необходимо уделять этим вопросам повышенное внимание. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. 27 и 28 марта в Женеве состоялись очередные консультации в рамках международных дискуссий по Закавказью, в которых приняли участие представители Республики Абхазия, Грузии, Республики Южная Осетия, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. Как сообщает МИД нашей республики, основным требованием абхазской стороны по-прежнему оставалось принятие совместного устного заявления о приверженности сторон к неприменению силы, которое послужило бы важным шагом на пути к подписанию юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией. Однако устное заявление сторон так и не было принято, так как на этот раз неприемлемыми были американские формулировки, возвращающие старые тезисы о характере событий августа 2008-го. В ходе встречи министр иностранных дел Абхазии Даур Кови призвал сопредседателей женевских дискуссий более ответственно относиться к формулировкам и аббревиатурам, которые они используют при формировании отчетов. Не существует административной границы по реке Ингур. Есть государственная граница, напомнил министр. Мы категорически против. Если речь идет о принятии совместного заявления, где фигурируют Абхазия и Южная Осетия, значит разговариваем. Это наша позиция, от которой мы отходить не будем. МИД России посоветовал Грузии всерьез задуматься о восстановлении доверия с соседями, начать в Женеве прямой взаимоуважительный диалог с Абхазией и Южной Осетией, отказаться от подстрекательства других стран к визовой блокаде их жителей, отменить закон об оккупированных территориях, прекратить срывать культурно-гуманитарные мероприятия республик за рубежом. Об этом говорится в заявлении МИД России по итогам очередного раунда женевских дискуссий.
В ночь с 27 на 28 марта на 76-м километре республиканской трассы Псоу-Ингур злоумышленниками был произведен выстрел в фото-видеорегистратор комплекса «Арена». Как сообщает пресс-служба МВД, по факту умышленного уничтожения имущества, совершенного из хулиганских побуждений, следственным отделом Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело. На республиканской трассе Псоу-Ингур установлено 6 фото-видеорегистраторов комплекса «Арена». В ночь с 27 на 28 марта неустановленным лицом был произведен выстрел в один из видеорегистраторов, который установлен в районе Приморского поста ГАИ. Данная система фото-видеофиксации «Арена» 28 числа была демонтирована на участке трассы Псоу-Ингур в селе Приморск. Камера имеет характерные повреждения, которые будут установлены соответствующей экспертизой. В данный момент могу сказать, что здесь поврежден жесткий диск, повреждена плата управления, а также выведен из строя объектив данной камеры. По факту умышленного повреждения видеорегистратора следственным отделом Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. По словам начальника управления госавтоинспекции МВД Абхазии Батала Агрба, благодаря установленным видеорегистраторам на республиканской трассе заметно сократилось число дорожно-транспортных происшествий и выявлено большое количество нарушений правил дорожного движения. С января месяца 2018 года по сей день зафиксировано данными системами около 5000 нарушений. Из них 3000 нарушителей находятся в стадии обработки. Какая-то категория лиц уже оплатила штраф, какая-то категория лиц им вручены постановления. У них есть время для обжалования данных постановлений. И если же они этого не сделают, то их 10-дневный срок они должны оплатить. Видеорегистратор «Арена» способен наблюдать сразу за 2 полосами движения. Нельзя проехать под ним незамеченным. Если водитель превысил скорость, сотрудники ГАИ тут же на посту предоставляют нарушителю фото и видео, где зафиксирована дата, время и скорость движения его автомобиля. Нарушение скорости до 30 км в час, штраф идет 600 рублей. То есть в течение 5 дней, если человек оплачивает, то 300 рублей. Если скорость более 30 км в час, то это идет по второй части. Там идет штраф в размере 3000 рублей. То есть скидка действует также в течение 5 дней 1500 рублей. Уже через несколько дней на месте поврежденного видеорегистратора установят новый. В скором будущем по всей стране планируется установить еще 10 видеорегистраторов. Стоимость каждого из них около 600 тысяч рублей. Чтобы предотвратить порчу видеорегистраторов, теперь вблизи камер фиксации нарушений ПДД будут установлены скрытые камеры видеонаблюдения. Аля Катравш, Беслан Чинджери, Абхазское телевидение. Поддельные дары Абхазии предлагают на сельскохозяйственных ярмарках в российских городах. К примеру, 2 дня назад в Хабаровске изъяли некачественную продукцию под брендом «Дары Абхазии». Все это, безусловно, вредит имиджу нашей страны и произведенной у нас продукции, по праву считающейся экологически чистой. О шагах абхазских предпринимателей в репортаже Ренаты Шакая. Вот такие ценники зафиксировала на камеру наша героиня. Стоимость сыра 1000, 1500, 2200, 3500 килограмм сыра стоит. Чернослив 2200 за 1 килограмм. Мандарин с орехом 2200 килограмм. Это кадры из Хабаровска, где на днях открылась ярмарка «Дары Абхазии». Под аналогичной выставкой в конце февраля и в Чите проходила ярмарка сельхозпродукции. Однако абхазское происхождение представленных на ярмарках товаров вызвало сомнения не только в Абхазии, но даже у местных жителей. Ранее на ярмарке в Томске была конфискована партия просроченного мяса, якобы привезенного из Абхазии. С целью прояснить ситуацию мы связались по телефону с торговым представителем Абхазии в Москве Олегом Барцыц. Он настроен весьма решительно. Абхазия никому не позволит использовать бренд республики в своих сомнительных целях, сказал Олег Барцыц. Я убежден, что организаторы этой ярмарки понесли большие финансовые потери. И так будет продолжаться и дальше. Я хочу предупредить всех, кто попытается незаконно использовать абхазские бренды в своих каких-то сомнительных целях. Вы будете нести убытки. Торговое представительство будет отслеживать эту деятельность по всей территории Российской Федерации. Мы не позволим никому использовать наши бренды. Использование бренда «Дары Абхазии» – факт сам по себе положительный. Он свидетельствует о том, что продукция, произведенная в нашей стране, пользуется за рубежом большим спросом. Но когда известный бренд используют недобросовестные предприниматели, то это наносит большой вред имиджу всей абхазской продукции.
Это хорошо понимают в Абхазии. Как рассказал Олег Барциц, после того, как им поступило сообщение о реализации фальсифицированной продукции, были приняты все необходимые меры. Представители Абхазии обратились в органы государственной власти по Хабаровскому краю, в управление Роспотребнадзора и СМИ. Благодаря слаженной работе ярмарка была закрыта. Ярмарка «Дары Абхазии» съехала. Выставка закрыта. Внезапно. В смысле? Пойдем? И Абхазия съехала. А что, Абхазия съехала? И Абхазия съехала, и выставки. Да, мы хотели ярмарку, там говорят, нет ничего. Наша продукция пользуется устойчивым спросом. Огромное количество жителей Российской Федерации буквально охотятся за абхазской продукцией. Мы снабдим их той продукцией, которая будет сертифицирована, которая будет иметь все сертификаты происхождения, отметки о пересечении границы. Таким образом, это будет вполне легальная продукция. Кроме того, наши предприниматели добросовестные, они получат прибыль. Мясные деликатесы, сыры, специи, овощи и фрукты якобы из Абхазии поступают в различные города Российской Федерации. Представленная продукция без сопроводительных ветеринарных документов и других необходимых бумаг, подтверждающих происхождение и безопасность продукции. Олег Барциц отметил, что теперь на всех крупных ярмарках России будет представлена настоящая абхазская продукция. На базе торгового дома в Москве «Фуд-Сити» создано подразделение, которое будет заниматься всеми вопросами по реализации нашей продукции. Мы сейчас нашли уполномоченную структуру, которая называется региональные ярмарки в Российской Федерации. У них есть большой опыт. И вот они, когда будут разворачивать свои большие мероприятия, там будет сегмент абхазской продукции, абхазских качественных продуктов, которые мы будем с полным основанием иметь право представить на российском рынке. Какой город в следующий раз посетят горе-гастролеры с якобы абхазской продукцией, сказать сложно. Но торговое представительство Абхазии в Москве готово предпринимать решительные меры. Рената Шакай, Абхазское телевидение. 14 марта в МГИМО МИД России прошла вторая встреча дискуссионного клуба «Адуней Discussion Club». На этот раз гостем стал известный российский лингвист, преподаватель, синхронный переводчик, ведущий образовательной программы «Полиглот» на телеканале «Культура» Дмитрий Петров. Во встрече приняли участие также представители Государственного комитета Абхазии по языковой политике. Репортаж Налы Кови. Адуней Discussion Club организован абхазским землячеством МГИМО и представляет собой открытую площадку, где студенты имеют возможность напрямую пообщаться с известными политическими и общественными деятелями, а также со специалистами в различных сферах. Лингвист, преподаватель, синхронный переводчик, ведущий образовательной программы «Полиглот» на телеканале «Культура» Дмитрий Петров – автор уникальной психолингвистической методики, благодаря которой можно освоить практически любой язык в кратчайшие сроки. В ходе дискуссии абхазских студентов крайне интересовал вопрос о возможных способах популяризации нашего языка и его более широкого применения. К сожалению, в настоящее время на абхазском языке говорят все меньше и меньше людей, и свой отпечаток на это наложили определенные исторические факторы. Это и насильственное переселение абхазского народа в XIX веке, также программа ассимиляции, которая проводилась в советский период. Таким образом, проблема сохранения абхазского языка является крайне актуальной в нашей республике. Дмитрий Юрьевич, мы понимаем, что данную проблему невозможно решить одномоментно. В каких конкретно сферах, в первую очередь, необходимо использовать абхазский язык, чтобы не переступить черту полного растворения абхазского языка? Как отметил Дмитрий Петров, отвечая на вопросы студентов, чтобы возродить или сохранить язык, нужно особое внимание уделять средствам массовой информации, создавать телевизионные каналы, радиоканалы, газеты, интернет-издания. Основываясь на исследованиях, в которых он принимал участие, Петров утверждает, что 95% контента в СМИ на малых языках – это переводные тексты. Что касается таких языков, как абхазский, количество говорящих, на котором не очень велико, то, естественно, очень деликатно и очень правильно, очень аккуратно надо подходить к тому, какие меры можно принимать, а какие не надо принимать, для того, чтобы этот язык сохранить и передать его последующим поколениям.
Также Петров отметил, что необходимо создать доступный информационный ресурс. Это не просто какие-либо сайты или книги. Прежде всего, это доступность к востребованной информации о языке. Дмитрий Петров говорит, что необходимо сделать язык обязательным предметом в школе. Но и этого недостаточно. Мотивация и методика – вот два самых важных момента, по мнению лингвиста. Среди гостей встречи были и представители Государственного комитета по языковой политике Абхазии. После дискуссии со студентами представители Госкомитета провели отдельную беседу с Дмитрием Петровым о возможных совместных проектах по изучению абхазского языка с использованием уникальной методики лингвиста. Дмитрий Петров выразил готовность сотрудничать. Автор программы Дмитрий Петров давно нас интересовал. Почему? Потому что у нас еще не созданы условия для быстрого изучения языка, к сожалению. И, конечно же, мы сразу отозвались на их приглашение, за что мы очень благодарны вот этому абхазскому землячеству МГИМО. Отдельно с ним встретились и поговорили о возможных совместных проектах. И, что очень приятно отметить, он выразил свою готовность сотрудничать с нами. Важность сохранения языка – это не просто метафора. Это то, что реально делает богаче наше мировосприятие. На Алакове, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Горький и Абхазия. Под таким девизом в Абхазском государственном университете прошла творческая встреча, посвященная 150-летию писателя Максима Горького. Поговорить о его творчестве, о его отношении к Абхазии собрались писатели, преподаватели и студенты университета, который сегодня с гордостью носит имя русского классика. Творчество русского классика Максима Горького тесно связано с Абхазией. Писатель часто воспевал в своих произведениях Апсны. Здесь он написал не один свой рассказ. Максим Горький приезжал в Абхазию 4 раза. Первый раз в 1892 году. С этим событиями связаны его рассказы «Калинин», а также, по словам самого Горького, одно из его лучших произведений «Рождение человека». События, описываемые в рассказе, не выдумка. Максим Горький пишет о том, как помог женщине родить, так как в этот момент кроме него поблизости никого не было. По словам ректора АГУ Олега Гварамия, судьба часто связывала Максима Горького с Абхазией. С его именем связано создание Всесоюзного института экспериментальной медицины. Вот. Не случайно в свое время пединститут был назван его именем и так далее. Но это, конечно, и героическая, но и трагическая личность. Да, когда-то он хотел покончить с собой, занимался самообразованием. Для абхазов каждый приезд Максима Горького был большим событием. Его всегда здесь тепло встречали. Часто гостил в доме своих абхазских друзей, где знакомился с бытом и культурой народа. Известно, что один из приездов русского писателя в нашу республику пришелся на время становления абхазской литературы. Состоялись интересные встречи с молодыми писателями и поэтами. Максим Горький не раз давал напутствие своим абхазским коллегам собирать и изучать местный фольклор. Это великое духовное наследие народа, говорил он. Советую, учитесь, не ожидая открытия Литвуза, читайте, спорьте, попробуйте переводить с абхазского языка на русский. И займитесь изучением устной народной поэзии, собирайте, записывайте абхазские песни, сказки, легенды, описывайте древние обряды. Приезжая в Абхазию, Максим Горький не сидел на одном месте. Поэту был интересен каждый уголок Абхазии. Гагра, Афон, Сухум – все эти города он объездил вместе с Нестором Лакоба. Его абхазские коллеги сегодня хорошо знают о приезде Горького в Ачимчиру в доме Илариона Кантария. Это был последний визит писателя в Абхазию. Впоследствии он признавался, что любил Абхазию с юношеских лет и наблюдал за творческим ростом абхазских писателей. Сария Смыр, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.
Сегодня ночью в Израиль за благодатным огнем отправляется группа абхазских паломников из 40 человек. Абхазские христиане посетят все святые места Иерусалима, а также примут участие в литургии, молебне и церковном богослужении. Благодатный огонь они привезут 8 апреля, в день Пасхи, к началу службы в Сухумском кафедральном соборе. Ежегодную поездку паломников в святые места Израиля организовывает Духовно-нравственный фонд имени святого апостола Симона Канонита и святого великомученика Евстафия Апсильского. Основную финансовую поддержку паломникам оказал Беслан Эшба. И в конце выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода. Временами дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем 11-16 тепла. Температура морской воды плюс 11. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а абхазское телевидение продолжает свою работу.